Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться. Доброе утро! И каждый становится добрым, доверчивым. И доброе утро продлится до вечера. Доброе утро, дорогие четвероклассники! Сегодня у нас завершающий урок математики во второй четверти. И проведу его я. Зовут меня Ирина Николаевна. Математику, друзья, не любить никак нельзя. Очень строгая наука, очень точная наука, интересная наука. Это математика. Сегодня необычный урок. С нами будут работать на уроке Октана и Акылай, уже знакомые вам персонажи мультфильма «Керемет Коч». Они считают без труда, без калькуляторов и пальчиков. Приглашаю вас быстро посчитать, девочки и мальчики. Открывайте тетрадь, запишите число, месяц, классная работа. Минутка чистописания. Пропишите число 221 220. Кто догадался, как можно расшифровать данное число? Правильно, 22 декабря 2020 год. А кто знает, что за день 22 декабря? 22 декабря – самый короткий день. В народе его называют днем зимнего солнцестояния. Начиная с июня долгота дня все уменьшалась и уменьшалась. И сегодня продолжительность дня составляет 7 часов. В течение 2 дней она останется такой. А с 24 декабря день начинает прибывать. Ребята, тема нашего урока – деление многозначных чисел на однозначное. Сегодня на уроке узнаем алгоритм деления многозначного числа на однозначное. Научимся в столбик делить многозначное число на однозначное. Сможем применить в жизни устные приемы деления. Прежде чем приступить к работе, вспомним название компонентов деления. Делимое, делитель, частное. При делении с остатком о чем мы не должны забывать? Остаток должен быть меньше делителя. Сначала вспомним с вами письменный прием деления трехзначного числа на однозначное число. Разделим 852 на 3 столбиком. Начинаем деление с сотен. Это первое неполное делимое. В частном будет 3 цифры. Делим 8 на 3. В частном будет 2 сотни. Умножаем 2 на 3, чтобы узнать, сколько сотен разделили. Получается 6 сотен. Вычитаем 6 из 8, получаем 2. Столько сотен осталось. Сравниваем остаток 2 с делителем. 2 меньше 3, значит цифра в частном подобрана верно. Сносим 5 десятков. 2 сотни и 5 десятков – это 25 десятков. Делим десятки на 3. В частном пишем цифру 8. Умножаем 8 на 3, получаем 24. Столько десятков разделили. Вычитаем 24 из 25. Остаток
1. 1 меньше 3. Сносим единицы. 1 десяток и 2 единицы. Это 12 единиц. Делим на 3. Берем по 4. 4 умножаем на 3, получаем 12. 12 вычитаем из 12, остаток 0. Деление завершили. Читаем результат. 284. Здесь все наоборот. Здесь ведут серьезный счет. Пишут столбиком везде, на полу и на столе. А умные ребятки счет ведут в своей тетрадке. Ребята, деление в тетради выполнять будем по алгоритму. Алгоритм – это точное и понятное предписание. Выполнить конечную последовательность действий, направленную на решение поставленной задачи. Синонимы слова алгоритм – план, инструкция, рецепт, предписание. Алгоритм деления многозначных чисел на однозначное число не изменяется. Убедитесь в этом сами. Всегда надо помнить о том, что остаток должен быть меньше делителя. Теперь нам предстоит разделить 8876 на 7. Делю тысячи. Первое неполное делимое 8. Значит, в частном будет 4 цифры. 8 делю на 7. Получается 1. Столько тысяч будет в частном. Умножаю 1 на 7, получу 7000. Вычту из 8 число 7. Получу остаток 1. Он меньше делителя. Получилось второе неполное делимое 18. Разделю 18 на 7. Получу 2 сотни в частном. Умножу 2 на 7. Получу 14 сотен. Вычту 14 из 18. Получу остаток 4. Сравню остаток с делителем. 4 меньше 7. Образовалось третье неполное делимое 47. Разделю 47 на 7. Получу 6 десятков в частном. Умножу 6 на 7, получу 42 десятка. Вычту 42 из 47. Получу остаток 5. Он меньше делителя. Образовалось четвертое неполное делимое 56. Разделю его на 7. Получу 8 единиц в частном. Умножу 8 на 7. Получу 56 единиц. Вычту 56 из 56. Получу остаток 0. Деление окончено. О чем всегда надо помнить, записывая цифру частного? Обязательно нужно знать, остаток должен быть меньше частного. А теперь немножко отдохнем. Мелкие шажки. 1, 2, 3. Легкие прыжки. 1, 2, 3. Вот и вся зарядка. 1, 2, 3. Мягкая посадка. 1, 2, 3.
3. Отдохнули, а теперь самостоятельно выполните деление. 756 тысяч разделить на 5. Проверьте себя. Итак, ребята, сделаем вывод. Применение алгоритма помогает успешно справиться с делением многозначного числа на однозначное. Нам нужно решить задачу. Твоя мама в школе формирует подарки к Новому году. Для подарков школа закупила 4326 конфет «Красная шапочка». Помоги маме рассчитать, хватит ли конфет на всех детей, если в каждый подарок класть по 3 конфеты. Ребята, в школе 1440 детей. Мы с вами первым действием узнаем, сколько всего конфет нужно для всех подарков. Умножили. Получилось 4320 конфет нам нужно для всех подарков. Второе действие. Из общего числа конфет вычтем количество для подарков, и у нас останется 6 конфет. Ответ запишем. Хватит ли нам конфет? Да, ответ – конфет хватит. Молодцы, справились с задачей. Давайте подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке узнали алгоритм деления многозначного числа на однозначное. Научились столбик делить многозначное число на однозначное. Можем применить в жизни устные приемы деления. На этом наш урок окончен. Октана и Акылай благодарят вас за работу на уроке. Вы молодцы. До свидания. До новых встреч. С наступающим новым 2021 годом!